Каждое воскресенье на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Здесь разгораются нешуточные споры и сталкиваются противоположные мнения. В студии Эльвира Айткулова. Здравствуйте. Страшная трагедия произошла в деревне Сафарово Учелинского района, где стая собак растерзала 4-летнего мальчика. Все шокированы. В социальных сетях разгорелись баталии, кто виноват, и запущена петиция на отлов и усыпление бездомных собак. А зоозащитники бьют тревогу, мол, начнется массовый отлов и бесконтрольное уничтожение животных. При этом Управление ветеринарии Республики Башкортостан озвучивает данные, что по итогам первого квартала текущего года 38 районов республики не освоили выделяемые средства на отлов безнадзорных животных. Хотя было выделено это на год более 63 миллионов рублей. Где в прямом смысле собака зарыта, попробуем разобраться на красной кнопке. Мы готовы выслушать абсолютно все мнения. Я представляю наших спикеров. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, руководитель регионального отделения партии «Зеленый». Руфина Аликовна, добрый вечер. Здравствуйте. Второй наш спикер, также депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, представляющий партию ЛДПР Игорь Тюрин. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас в студии есть и эксперты, и просто неравнодушные граждане, которые тоже готовы высказать свои позиции. Игорь Владимирович считает, что наш действующий закон об ответственном обращении с животными надо приостановить. И считает он не только один, а считает вся фракция. Работать пока по старому закону, пока не решится вопрос финансирования для действующих правил отлова и стерилизации собак. Руфина Аликовна, напротив, считает, что закон нуждается в доработке, но ни в коем случае приостанавливать его действие нельзя. Свои позиции, уважаемые коллеги, вы расшифруете по ходу программы. Я напомню, если вы уходите далеко от программы, у меня есть как у ведущего возможность нажать на эту красную кнопку. Это означает сигнал «Стоп», что вы перебрали по времени. И напомню, что в студии будет идти голосование за ваши позиции. Наши уважаемые телезрители также могут принять участие в нашем интерактивном голосовании. И сегодня вопрос звучит так. Надо ли штрафовать самих хозяев за отсутствие регистрации собак? Вы знаете, что сегодня у нас эта процедура не обязательная в нашей стране. Есть инициатива, о которой мы обязательно скажем, о том, что это должно быть обязательной историей. Да или нет, надо ли штрафовать таких хозяев? Номера, по которым вы можете голосовать, вы видите на своих экранах. Результаты мы узнаем в конце программы. И если всем понятны наши правила, уважаемые коллеги, мы начинаем. Смотрите прямо сейчас. В Германии перед тем, как принимать такие законы, сначала все улицы были очищены от собак. 70 лет выделялись средства на убийство бездомных животных. Мы не достигли победы. Вы все-таки настаиваете на том, что закон должен продолжать действовать. Почему? На самом деле, когда этот закон был принят, мы все как один говорили, что это огромный шаг для гуманизации общества. Сторожа одного из кооперативов забили свою собаку в будке, которая живет у них много лет. Знаете зачем? Чтобы их не посадили, как учелинского главу. Ребенок должен быть обучен, как себя вести на улице с незнакомой собакой или с незнакомой кошкой. Коллеги, вы говорите про детей, а мы как раз здесь сегодня собрались, потому что вот во всей этой ситуации как раз пострадал ребенок. Итак, первый вопрос. Это ныне действующий закон. Многие признают, что он не заработал в полную силу. ЛДПР предлагает приостановить его действие. И ваши аргументы за и против. Уважаемые коллеги, кто первый? Давайте я начну. Давайте начнем с дамы. Вы не против? Не против. Руфина Аликовна, ваша первая минута пошла. Ну, тот самый закон, о котором мы сегодня говорим, да, закон об ответственном обращении с животными, он был принят в конце 2018 года, 27 декабря, и заработал вот по сей день, как бы, если это можно сказать, работает. Но мы живем в реальностях этого времени. Хотелось бы немножко истории. На протяжении 8 лет в Государственном Думе лежали разные варианты этого законопроекта. Принят, конечно, был, мы признаем это, далеко не самый лучший вариант.
может быть, даже один из худших вариантов. Но, тем не менее, тысячи зоозащитников... Это лучше, чем ничего, да? Это лучше, чем ничего, потому что на протяжении 8 лет тысячи зоозащитников, представители нашей партии «Зеленых» и просто неравнодушных людей выходили на улицы. Я сама организовывала в том числе митинги за то, чтобы Госдума приняла наконец-то этот закон, который урегулировал бы все эти отношения. Спасибо, Руфина Олеговна. Ваша минута истекла. Игорь Владимирович, вы, напротив, считаете, что надо все отменить, вернуться к статусу КВО и начать все сначала? Пожалуйста, ваши аргументы, почему так считаете? Ну, мы говорим не о полной отмене, а все-таки о приостановке этого закона. И вот объясню, почему. Чуть-чуть небольшая цитата из доклада Управления ветеринарии. Несвоевременное проведение мероприятий по регулированию численности животных без владельцев могут привести к негативным последствиям. Безнадзорные животные представляют опасность в первую очередь для детей и малогабаритных групп населения. Являются причиной многих дорожно-транспортных происшествий. Ну и в подтверждение этому, вот вы уже сказали, да, произошел случай. То есть эта цитата была ранее, я правильно понимаю? Вы дату не называете. Это вот буквально на этой неделе был круглый стол. Это вот я поняла, то есть цитата по итогам или до? Во время круглого стола вот это был доклад. Вот. И статистика тоже говорит сама за себя. При действии старого закона с 2014 по 2018 год планомерно снижалось нападение животных. Это информация от МВД. 600 случаев мы снизились до 97. На данный момент мы опять имеем поднятие с 97 до 250. Спасибо. Вы обязательно сможете закончить свою мысль, когда вам дадим вторую минуту. Руфина Олеговна, тем не менее, принимая во внимание аргументы оппонента, вы все-таки настаиваете на том, что закон должен продолжать действовать. Почему? Да, интересные цифры. Вот точной статистики нету, сколько вообще животных у нас имеется по всей стране. Да, я не говорю про Республику Башкортостан. Ну, хотя можно сказать, у нас в республике 153 тысячи кошек и 153 тысячи собак. Насчитывается это по данным нашей ветеринарии, из которых более 100 тысяч. Приблизительно, правильно? Да, приблизительно. Более 100 тысяч это безнадзорные животные, как тех, так и других. А по всей России цифры составляют, вот за 2019 год это 20 миллионов голов собак и 34 миллиона кошек. И, понимаете, вот при вот такое количество животных и неурегулированные отношения, мы очень радовались. На самом деле, когда этот закон был принят, мы все как один говорили, что это огромный шаг для гуманизации общества, что наконец-то мы понимаем, по каким правилам играть здесь, потому что столько игроков, это зоозащитники, это столько животных и просто люди, которые переживают за свою безопасность и безопасность своих детей. Спасибо, Руфина Олеговна. Игорь Владимирович, ну, цифры впечатляющие, и, наверное, это не те цифры, которые сегодня, наверное, приемлемы, да, если мы все-таки говорим о том, что приостановить. То есть мы опять не знаем, что со всем этим делать. Это означает, что мы разводим руками, говорим, давайте подождем, пока примем решение. И все-таки ваши аргументы, почему надо отозвать законопроект? Ну, мы считаем все-таки, что когда принимаются какие-либо законы или нормы, надо исходить из своевременности, да, и эффективности этого закона. На данный момент он показал, что он принят не своевременно и действует неэффективно. Цифры это показывают. На вчерашнем заседании даже вот один из... А несвоевременность в чем проявляется? Несвоевременность проявляется в том, что не выделены бюджетные средства на строительство приютов, нет никакой инфраструктуры, которая соответствовала бы требованиям для отлова, для содержания этих животных. Ну, то есть денег нет, содержать животных не на что. Так что сейчас всех животных отпускают просто-напросто на улицу. Опять ловят их, там, кого поймали, чипируют и опять отпускают на улицу. Вот. А потом это приводит к бесконтрольному росту просто-напросто численности животных безнадзорных. Ну и еще раз повторюсь, вот таким несчастным случаем. Это не только у нас, по всей России, в каждом регионе. Регионы уже многие бьют тревогу и хотят уже в Госдуму выступать с инициативой об изменении. Спасибо, Игорь Ильич. Руфина Олеговна, как вы считаете, если приостановить действие законопроекта, у нас как по мановению все изменится в лучшую сторону? Ни в коем случае я так не считаю, потому что, мало того, перед тем, как закон вступил в силу, даже вот в 2018 году, когда его приняли, многие регионы, в том числе и мы, обращались в Госдуму, чтобы дали возможность адаптироваться и подготовиться к этому закону, чтобы полномасштабно переходный период. Да, переходный период, потому что мы действительно не готовы, и сегодня мы не готовы
готовы. Там обязательным пунктом есть наличие приютов во всех населенных пунктах, которых мы сегодня не имеем. Да, мы можем сказать сегодня о 8 муниципальных приютах, о 26 частных, но это далеко не те приюты, которых вообще требует сегодняшнее законодательство. Но, тем не менее, закон должен быть, мы очень рады, что он есть, вот с ним мы и будем работать. И вносить поправки, как мы это сделали буквально вчера, первая поправка уже во второй раз, она у нас ушла, но учитывая, что поддержка регионов сильнейшая, мы надеемся, что эти шаги у нас все-таки будут происходить быстрее уже, быстрее дойдут до всех, что нужно это делать. Спасибо, Игорь Владимирович. Как у нас вчера на парламенте проголосовала ДПР, как раз вот поправки, о которых Руфин Александровна говорит. Вы проголосовали за, то есть вы за все-таки сохранение закона или его отмену? Нет, мы проголосовали за чипирование проголосовали и стерилизацию домашних животных. Но как это, да, мы любим ссылаться на опыт западных стран, так называемых, да, развитых, как это было сначала в Германии. Вы говорите о переходном периоде, ну, за этот переходный период, да, мы можем еще какое-нибудь себе горе нажить, да. В Германии перед тем, как принимать такие законы, сначала все улицы были очищены от собак. И да, это не популярные меры, но тем не менее они эффективные. Были очищены, собаки были подвержены эвтаназии, и только после этого ввели уже и налоги, и ответственность хозяев, и все тому подобное. И вот тогда этот закон на самом деле работает. К сожалению, у нас... Вы предлагаете нам немецкий путь, обнулить все и начать все сначала. Все верно. Я думаю, он будет наиболее эффективный. И самое главное, хотелось бы принимать законы, которые защищают не только собак, но и в первую очередь жизнь и здоровье людей. Вот мы говорим о том, что закон нужно прекратить, пока приостановить, да, и сначала его доработать. Мы знаем, как давно это все разрабатывалось. Мы очень долго, много лет ждем государственный приют, который вроде как обещают уже вот-вот построить. То есть получается так, пока не будет сделан приют, а мы знаем, что одного приюта в городе не хватит, то есть он даже не вместит городское количество животных, да, я не говорю уже о районах. Вот. То есть закон не будет принят до тех пор. То есть сколько лет еще мы должны этого ждать? Дальше. Мы говорим об убийстве. Но это не эвтаназия, это убийство. Да? То есть мы воспитываем, здесь сидят дети, да? То есть получается так, что мы говорим, надо убить, чтобы потом все это стабилизировать и восстановить. Насколько это правильное мнение? Мое предложение, безусловно, закон должен быть доработан. Прежде всего. Во-вторых, в обязательном порядке в этот закон нужно внести о статусе животных, чтобы они были не приравнены к имуществу, а приравнены к живому существу, которое испытывает и эмоции, и чувство боли, и чувство радости, и создание зоополиции. У нас очень много есть случаев жесточайшего обращения с животными, причем среди детей. И если взрослое общество такое, как мы можем у детей эту жестокость искоренить? И плюс еще ко всему обязательно вводить в школах уроки доброты и милосердия и правильного отношения к животным, в том числе к бездомным животным. Ребенок должен быть обучен, как себя вести на улице с незнакомой собакой или с незнакомой кошкой. Спасибо, Елена. Я бы еще к вашей цитате добавила по поводу образования в школах, что мы должны еще отвечать за тех, кого приручили. Да? Та самая золотая цитата. Да, уроки доброты, что если мы заводим себе собаку и кошку, мы ее чипируем, мы ее регистрируем, мы за нее в ответе, и она у нас никогда на улице не окажется, потому что уличные животные – это когда-то бывшие домашние. Коллеги, вы говорите про детей, а мы как раз здесь сегодня собрались, потому что вот во всей этой ситуации как раз пострадал ребенок. Убийство животных продолжалось в Советском Союзе 70 лет. 70 лет выделялись средства на убийство бездомных животных. Мы не достигли победы. Почему мы не достигли победы? Потому что это, получается, борьба с тенью. Причина бездомных животных, какая возникновение на улицах? То, что бездомные животные, они не рождаются вне воли. Они случайно попадают, либо погиб хозяин, либо наигрались с пушистиком и выкинули. Значит, наша задача всех животных, которые находятся в частных руках,
кастрация, вакцинация. Тогда у нас не будет бездомных животных. А те, которые случайно попадают на улицу, должны быть отловлены, помещены в приюты, где есть мойка, сушка, вакцинация, диагностика на опасные заболевания. Если животное представляет опасность для человечества, допустим, бешенство, такие животные подлежат эвтаназии, потому что он так и так погибнет. Эвтаназия в этом случае будет гуманна, но не как в Советском Союзе. Ездят 3 человека, выгодополучатели. Первый человек – водитель, который получает горючее, полный бак. Второе – это охотник, который получает 2 патрона на убийство собаки. И третий выгодополучатель – это ветеринарный врач, который выписывает справку за убиенных животных. Ансар, вот выгодополучатели как-то некорректно звучит, потому что я хочу сказать, что наши уважаемые коллеги, которые возглавляют районы, они сегодня говорят, что очень сложно людей найти на эту работу. Потому что люди внутренне понимают, что эта история не очень комфортна. Вы сколько лет ветеринарам? Больше 20 лет. Больше 20. Вот за этот период вы видели какой-то всплеск интереса к вакцинации, к чипированию? Сейчас ежегодно к весне все готовятся к выезду на дачу. Все делают вакцинацию и кастрацию домашних животных. А чипирование животных, я считаю, должны проводить не кастрированные и не вакцинированные животные, чтобы за ним был контроль по размножению. Если оно попадает на улицу, чтобы мы знали, кто потерял биологическое оружие, и кто в ответе за это оружие, которое будет размножаться и убивать детей. То есть чипировать избирательно, я правильно вас понимаю? Я считаю, что это избирательный метод. Я считаю, что данный закон в данной редакции работать не может. Сошлюсь я на то, как он принимался, если кто-то помнит. Помнят все, я думаю, потому что все участвовали в этих баталиях. Но без учета западного опыта. По этому поводу несколько докладов. Поскольку в основе этого закона по борьбе с бездомными животными было заложено ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Мы знаем, что ОСВ не работало в странах Европы и в странах Америки. Кто был в Соединенных Штатах, он знает, как работают там ловщики. Также, если мы вспомним, как работала в Советском Союзе эта система, она работала, не сказать, что идеально, но она работала хорошо. О таких случаях не говорили. Если мы будем взывать к нашим произведениям, типа «Белый бим, черное ухо», вы же помните, это фильм не о том, как убили собаку, это о том, как люди относились к ней. И люди были разные. Поэтому моя позиция состоит в том, что этот закон необходимо отменить и принять новый закон с учетом мирового опыта. До программы было много дискуссий, и чипировать, и убивать, и расстрелять, все. То есть все варианты рассмотрели, но не услышала одного момента, да. То есть мы принимаем закон, да, но сколько наше правительство готово выделить денежных средств? Вот главный вопрос. Вот оттуда и нужно двигаться. Потому что, учитывая, например, да, значит, мы выделили 100 миллионов, предположим, создали приют для собак. Хорошо. Какая-то из бешеных собак убежала, выяснилось у нее бешенство. Опять-таки, почему бы не выделять, помимо основных денежных средств, также и субсидию на содержание, на помощь тем, кто заботится о таких собаках. Потому что пока правительство не озвучит ту сумму, которую они готовы выделить, ну, извините, мы будем бесконечно драться, ругаться и обсуждать, что плохо, что хорошо, а вот он убил собаку, он плохой, и дети у нас подрастают, и все у нас ужасно. Пытается пирамиду перевернуть, да, сначала дать деньги, а потом поставить задачу. Все-таки решаются задачи по-другому. Сначала определяются цели, концепция, потом под это даются уже средства. Да, пожалуйста. В последнее время приходится много посещать села, районы, села и слышать много жалоб, вот, кстати, по поводу этих бродячих собак от пенсионеров и детей. Хочу сказать, что раз такая защита пошла со стороны зоозащитников, в первую очередь, наверное, зоозащитники должны помогать государству при отлове, вообще при содержании. Коллеги, если вы в полемике, тогда в микрофон, иначе звук в эфир не попадает.
Если вы хотите парировать, мы на вашей стране 1200 собак вот только всемиром, вот у нас только 7, а нам гораздо больше, изъяли из гражданского оборота, они у нас сидят в приютах. Фамилии этих людей я могу назвать, у кого они сидят? Это в 4 раза больше, чем даже вмещает приют в Черкасах. Мы, наоборот, просим помощи. Вот я могу обратиться к государственной власти, я согласен сейчас в качестве эксперимента просто выделить $1 000 000 на покупку участка. Если там на этом участке будет построен приют. В Дорогино я участок присмотрел 4 гектара. Но дело в том, что этот приют нам надо построить, содержать, и, ну, как бы сказать, что-либо, чтобы там происходило. И происходило бы там это по закону, опять же, который у нас... По действующему или по старому? По действующему. Но который нужно, безусловно, дополнять и изменять. Вот у нас была общественная палата, проводила круглый стол, и я очень хочу согласиться и привести в пример мнение Мурзагулова Ростислава Равкатовича, который говорил, что не могут одни собаки быть буржуями и жить в приюте, ну, например, за 130 миллионов рублей, а другие собаки... То есть нужно упростить, потому что собаке, по сути, нужна еда, теплый кров, будка, чтобы она никого не бросалась, и медицинское обеспечение. Поэтому, в принципе, здесь в этом есть одно из решений вопроса, компромисс. Сейчас у нас самое главное – это не поддаваться популизму. Когда у нас сгорел самолет, это была страшная трагедия концерна «Сухой». Многие призывали закрыть концерн «Сухой». Когда у нас упал рекламный щит, придавил женщину, многие просто обрушились на рекламщиков. Для нас это постоянная рутинная работа и постоянная боль. Сейчас гораздо больше людей обратило на это внимание, учитывая информационный повод. Нужно, чтобы это внимание просто не ослабло, и нужно, чтобы люди продолжали постоянно заниматься этим, потому что этим занимались ветеринары, этим занималось коммунальное хозяйство и волонтеры. Они действительно вкладывали в эту душу. Остальные, ну, поскольку. Я с вами полностью согласен. Так вы как раз подтверждаете правоту наших суждений. Этот закон был популистски принят, популистски пытались внести изменения 15 марта, и популистски же отказались от внесения изменений. Закон в данном виде не работает. Понимаете, сейчас идет некая истерия, и закон стремятся пересмотреть в результате стихийной истерии. Коллеги. Я сегодня ночью не спал, я ездил в Дему. Вот такой просто случай, срез закона. Там сторожа одного из кооперативов забили свою собаку в кутке, которая живет у них много лет. Знаете зачем? Чтобы их не посадили, как у Челимского главу. То есть они выпили и испугались. Вот эта истерия. Любой руководитель базы, вот коммунальное хозяйство здесь сидит, вы тоже знаете, что здесь происходит. На базе живут собаки, они никого не трогают, а вдруг они тронут, и вдруг нас... Не нужно людей запугивать. Учелинский глава не виноват ни в чем. Спасибо, коллеги. Далее в программе. Хотелось бы, чтобы гуманность работала не только в сторону собак, но и в сторону людей. Да? Статистика показывает абсолютно обратное. А штрафовать людей в этой ситуации гуманно? Это будет дальше продолжаться. И даже если у нас будет 30-40 приютов, все равно это все бесконечно будет пополняться. Поэтому однозначно людей нужно привлекать к реальной ответственности. Путем идентификации, путем стерилизации и наложением штрафов за тех, кто не выполняет эти условия. Вот мне говорят, Лернат, вы завтра начнете платить штраф. Я бегу к вам. Есть ли у вас врачи, которые это готовы сделать? У нас есть чипы, у нас есть, соответственно, условия для проведения данной процедуры. Сейчас мы предлагаем вариант взять на учет всех собак, чипировать, стерилизовать. И Руфина Аликовна предлагает нерадивых хозяев, которые отказываются это делать, штрафовать в случае отказа. То есть сделать эту процедуру обязательной, а не добровольной, как сейчас. Игорь Владимирович, напротив, считает, что это абсолютно неэффективные меры. И давайте посмотрим, кто из них прав и чью позицию поддерживаете вы. Игорь Владимирович, давайте начнем с вас. По этому вопросу как раз-таки мы выступаем тоже за чипирование и стерилизацию животных. Да. Опять же, мы здесь ведем речь, если вот поднимаем речь о гуманности, то хотелось бы, чтобы гуманность работала не только в сторону собак, но и в сторону людей. Да. Статистика показывает абсолютно обратное. И пока вот мы будем сейчас... А штрафовать людей в этой ситуации гуманно? В какой ситуации? Тех, кто не чипирует, не стерилизует, мы штрафуем людей. Это гуманно? Ну, к сожалению, у нас в стране, знаете, пока рубем не начнешь бить, по доброй воле никто не пойдет никуда. То есть это гуманно? Я считаю, что просто другого выхода нету. Вот. Ну, чуть-чуть не своевременно все-таки. И результат необходимый нам не даст. А результат на данный момент я уже, в принципе, озвучил. У нас 251 человек, пострадавшие за 1 год. Когда мы снизили эту статистику до 97 при действии старого закона. Спасибо.
Руфина Аликовна, мы прекрасно понимаем, что любые новые штрафы, любые новые ограничения, обязательства, которые мы налагаем на граждан нашей страны, они будут восприниматься всегда полярно. Да? Кто-то скажет, что это долгожданная мера и давно надо было, а кто-то будет говорить, что я не буду платить штрафы и не буду чипировать и стерилизовать. Почему вы считаете, что эта мера будет эффективной? Вот смотрите, сейчас в зале столько мнений прозвучало, которые говорили о том, что да, что-то с законом не так, он весь неправильный. Я тоже соглашусь. Я сразу сказала, что приняли не тот вариант, за который выходили на улицу зеленые зоозащитники. Абсолютно не тот вариант, но тем не менее я просто боюсь, отменив этот закон, когда мы еще 8 лет будем новые законы добиваться. Слишком уж у нас долго все происходит. Поэтому сейчас считаю, вот что с ним не так, самое главное. Одним из важных параметров, приняв закон об ответственном обращении с животными, мы не закрепили там ответственность. Там нет ответственности. Тут в зале тоже прозвучало. Дело ведь проблема не в собаках. Проблема в людях. Первопричиной являемся мы, люди, человеки, которые бесконечно пополняем эту безнадзорную армию животных, которая в цифрах выглядит ужасающе просто. 20 миллионов, 34 миллиона. То есть именно закрепить ответственность путем идентификации, путем стерилизации и наложением штрафов за тех, кто не выполняет эти условия. Спасибо, Игорь Владимирович. Но вы как считаете, штрафы, еще раз говорю, это не очень популярная история, но тем не менее? Я свою точку зрения уже выразил. У нас человек по доброй воле, да, не пойдет чипировать свою собаку. Я разговаривал из района с одним из ветеринаров. У вас есть животные у самого? Были. Сейчас нету. Они были чипированы? Не было такого закона. Это было, когда я был совсем, в принципе, ребенком, да, там, подростком. Сейчас нету животных. Вот, разговаривая с одним из ветеринаров из района, но он говорит, не приходят люди, приходится самим по дворам ходить, но тоже люди навстречу не идут. Говорит, просто бирки приходится передавать. Бирковать не получается на данный момент. Я думаю, система штрафов все-таки должна Вы сейчас говорите о бирковании сельскохозяйственных животных? Нет, это я сейчас Именно говорю. собак? Именно собак. Именно собак? То есть сегодня в этом заинтересованы ветеринары, потому что у них есть какой-то KPI, да? Я не знаю, какой у них KPI, честно скажу. Меня вот просто, как продвигается чипирование, было интересно. Я созвонился с одним из ветеринаров, мне вот он доложил, что идет достаточно тяжело, со скрипом. Угу. Спасибо. Руфина Аликовна, как вы считаете, если гипотетически предложение принимается, мы все-таки переходим к обязательному чипированию, вакцинированию, к ответственности, которую мы будем порождать за счет штрафов, какие должны быть размеры штрафов? Они сопоставимы с ценой за чипирование? Потому что многих пугает, да, как только мы поднимаем вопрос, мы еще про налоги не говорим с собак, да, когда мы поднимаем вопрос о том, что надо чипировать, аргумент звучит встречный, что это дорого. Вы чипировали свою собаку? Да, у меня кот, я его чипировала, стерилизовала, хотя у меня породистый кот, но я уж вот так к этому серьезно отношусь, но я вот все-таки вот про стерилизацию сначала опять-таки, да, вот стерилизация, идентификация, на мой взгляд, вот какая еще серьезнейшая проблема этого закона, помимо вот пунктов, которых там, я согласна вот с адвокатом Валерием Шариповым, действительно вот такой, слов нет. Эмоции уже закончились по поводу обсуждения. Сейчас уже что менять надо? В этом законе нет федеральный закон, он не подкреплен федеральными деньгами. На мой взгляд, это самая главная проблема этого закона после ответственности, да. И поэтому мы изначально инициировать хотели и хотим, в принципе, чтобы идентификация, стерилизация и приюты, в первую очередь, были за счет федерального бюджета, потому что уже сегодня видно, что субъекты не справятся с этой проблемой. А размеры штрафов, я думаю, что если мы так любим ссылаться на европейский опыт, там они достаточно внушительные. Спасибо, Игорь Владимирович. Как вы считаете, эти штрафы можно ли бы направить в дальнейшем на создание инфраструктуры, если мы все-таки их накладываем? И тоже по поводу размеров вопрос. Вы как считаете? Я считаю, можно будет. Насколько жестко надо за это наказывать? Я не думаю, что сумма этих штрафов будет достаточно, в принципе, для того, чтобы там обеспечить приютами все города и села и поселки. Я все-таки хотел бы сказать еще, когда мы говорим о гуманизации, давайте все-таки поговорим о людях, не только о собаках, да, мы закон, собаки, гуманизация, поговорим о людях. У меня огромная куча обращений от граждан Уфы, районов с просьбой, уже просто даже не с просьбой, уже некоторые пишут, просто умоляем вас, помогите нам что-нибудь сделать. Я созваниваюсь с главами районов, они говорят, мы ничего не можем сделать.
Данный закон нам, в принципе, связал руки. Мы их отлавливаем, биркуем, кого поймали, пробирковали и отпустили обратно. Как определить сейчас, эта собака злая или не злая, этого тоже они не могут. Так что пускают всех подряд, кого поймали. И это уже приводит к несчастным случаям, которые... Спасибо, Руфина. Ваша последняя минута в этом споре. Да, я продолжаю дальше свою мысль. Сегодня ведь это проблема не Республики Башкортостан, это федеральный закон и проблема на федеральном уровне. И в последнее время к нам поступают обращения из других парламентов, других регионов. Это и Коми, и Ленинградская область уже поступила, и Челябинск, соседи наши практически почти с аналогичными историями, что у них там и люди страдают, и животные страдают, и зоозащитники недовольны. И вот эта социальная пропасть между волонтерами, зоозащитниками и простыми людьми, она увеличивается с каждым разом, с какими-то происшествиями. Вот именно такие письма к нам тоже поступают, чтобы объединиться и объединенно уже исправлять именно о поправках, о внесении поправок в этот закон. Каждый по-разному трактует свои понимания в зависимости от того, что в регионе происходит, но самые главные пункты и самые главные мысли у нас у всех совпадают. Это все, что выше перечислено, но вопрос времени только. По поводу создания приютов, безусловно, они нужны в нашей республике обязательно. Но ситуация страшная в том, что они очень скоро заполнятся. И основная проблема у нас не решится, пока мы не начнем именно с гражданами, с безответственными работать. Да? А напугать их можно только реальными штрафами. Когда люди поймут, что просто так нельзя взять, выкинуть, подкинуть кому-то, да, животное свое, или там родились котята, те же котят, например, там, да, выбросить на улицу, это будет дальше продолжаться. И даже если у нас будет 30-40 приютов, все равно это все бесконечно будет пополняться. Поэтому однозначно людей нужно привлекать к реальной ответственности за то, что они выбрасывают животных. В моей ситуации трагедия была, на тот момент я была благодарна то, что ребенок у меня жив, но после реабилитации, получается, у нас... Это произошло в городе или в селе? Это в селе Уфимского района. Есть определенные проблемы, то есть это боязнь, страх собак, это гормональный сбой, ухудшение зрения и комплексы. В вашем случае, Земфира, речь о какой собаке шла? Это собака, у которой был хозяин, это бездомная собака. То есть удалось потом выяснить? Был хозяин, но дело в том, что почему сюда пришла, я очень сильно переживаю, потому что по Ленинскому району, где я сейчас проживаю, бегает большое количество собак. У моего ребенка, как я уже говорила, есть страх. Он идет самостоятельно в школу, и то есть мы боимся, если есть собаки, он возвращается домой и не идет в школу. Я считаю, что правительство должно предпринимать, что-то решать и не оставлять это просто так. Потому что, можно я скажу то, что мы, в конце концов, живем не в лесу, и правительство должно позаботиться о населении. Так как у нас было озвучено то, что приютов очень мало, соответственно, собак девать некуда, то, естественно, за истребление, а потом уже изменение закона и наложение То есть позиция, штрафов. как в Германии, то, что озвучил Игорь Владимирович. Да, наложение штрафов Сначала на людей, чтобы люди тоже понимали, что несут ответственность за своих питомцев. Хотелось бы сказать, что необходимо в закон, я считаю, что закон нужно оставить, он недоработан, да, но над ним нужно работать. И хотелось бы именно ввести в закон, чтобы об этом законе знают зоозащитники, знают какие-то узкие специалисты, а общая масса людей об этом законе Как только появятся штрафы, об этом законе я бы хотела будут знать сказать, что обязательное чипирование каждого животного, во-первых, этим мы сможем контролировать количество животных, причем по всей России Учет, создается база данных всех животных, сельскохозяйственных, непродуктивных животных, и, естественно, система штрафов. И тогда люди будут задумываться, брать животное, что с ним дальше делать, стерилизовать, чипировать и так далее. Мы с вами обсуждаем, внести поправки и так далее. Все это очень много времени занимает. В этой ситуации время, я считаю, играет против нас, против людей.
Как бы мы гуманно не относились к животным, но хотелось бы, чтобы и к людям мы тоже относились гуманно, потому что количество стай в городе растет с геометрической прогрессией. Мы не можем этот рост контролировать никак, кроме как вы говорите, истреблением или эвтаназией. У нас нет возможности, нет приютов, нет столько людей, нет столько... нет инфраструктуры. Вот у нас по Ленинскому району безумно много собак, они ходят стаями. То есть они кидаются на детей, на женщин пожилого возраста. Это Нижегородка, скорее всего, да? Где Нет, сейчас? это вот где комплекс спортивный построили, Рим Баталовой, вот там вот как раз-таки, и поэтому я считаю, что ситуация довольно-таки серьезная, и нужно ее на самом деле решать. Были случаи, да, вот на бабушек нападали собаки, но, слава богу, все обошлось. Да, у нас мы закончили контракт ООО Fresh Mix, они занимаются по отлову и отлавливают собак, также содержат, так обратно выпускают на прежние места обитания. Ну, вот данный вопрос мы взяли на контроль, проедемся, посмотрим еще раз, который сказали, участок. Здесь проблема в таком смысле, что здесь нет системного подхода, к сожалению. Даже при наличии закона? При наличии закона, да. К сожалению, да, он регламентирует основные моменты. Нормативы мы принимали на региональном уровне. Это также занимает довольно-таки большое время. Самые основные проблемы Руфина Аликовна уже озвучила, это отсутствие финансирование с федерального уровня. Опять-таки нету самого главного методики определения агрессивности животных. Это самая большая проблема на сегодняшний день, поскольку она должна быть единой для всех регионов, а сегодня она принята всего лишь в одной или в двух-трех, и, соответственно, системно она не может применяться. Здесь вопросы непосредственно отношения людей к животным. Как ветеринарный врач могу сказать вам, что государственная служба на сегодняшний день обслуживает все населенные пункты. И мы сталкиваемся с разными людьми, где есть ответственные владельцы, которые готовы зафиксировать животные, которые приводят свои животные на вакцинации. Есть, к сожалению, категория населения, которым, мягко говоря, безразлично. И я на стороне именно идентификации и, соответственно, привлечения ответственности к владельцам, поскольку эта мера на сегодняшний день, как работник надзорного органа, могу сказать, это действенная мера, и на сегодняшний день это повлияет на всю структуру. К сожалению, на сегодняшний день в текущем варианте законодательства, к сожалению, полностью обеспечить безопасность и граждан, и животных не может. Я живу в поселке Н. Прихожу, вот мне говорят, Лейтенант, вы завтра начнете платить штраф. Я бегу к вам. Есть ли у вас врачи, которые это готовы сделать? У нас есть чипы, у нас есть, соответственно, условия для проведения данной процедуры. Руководством Башкирии на сегодняшний уже момент для всех желающих действительно созданы условия дешево стерилизовать и чипировать собаку. Просто люди сами этого не хотят. Когда мы отдаем собак, вот в деревне многие говорят, мы не согласны стерилизовать, пускай он погуляет или еще что-то. Их заставить нужно, переубедить, и у них мнение такое. В принципе, многие коммерческие клиники этим занимаются. Что касается штрафов. Эти штрафы вводить необходимо, чтобы они реально работали. Это не штраф 500 рублей, это нужно вводить прогрессивный штраф, чтобы само действие было дешево или бесплатно. Потому что у людей действительно может быть. А вот прогрессивная шкала, например, всего штрафуют на 5 тысяч, повторно на 10. Мы к этим вещам возвращаемся только в тот момент, когда видим по телевизору страшную картинку, где покусали собаки, где еще что-то, и видим встречную картинку, где дети поиздевались над животными, значит, и, соответственно, это на всю страну гремит, на все это показывается и создается, в любом случае создается негатив. Этот негатив, он обоюдный. Чтобы его убрать, я думаю, здесь должна быть ответственность и у тех, кто издевается над животными, более строгая ответственность должна быть. И у тех, кто за этими животными не усмотрел и не выполнил свои обязательства по содержанию. Спасибо. Далее в программе. Один главный тезис: на улице собак не должно быть. Это негуманно. Если необходима эвтаназия, чтобы у людей было все нормально, значит, надо прибегать к этой мере. Это, конечно, менее гуманен, но более эффективен. Более эффективен, да. Готовы вы еще один предмет в школьную программу, который будет рассказывать о том, как правильно мы должны обращаться с нашими братьями меньшими, или вы и так все знаете, и такие уроки не нужны? Не все дети знают, как правильно обращаться. Собака – это ресурс, как огонь. Как мы его применим, это вопрос человека уже.
Коллеги, у нас остается третий тур, и в этой третьей части я хотела бы поговорить на тему, которая сегодня неоднократно звучала. Это как мы воспитываем наше общество, начиная с детей. Опять-таки, вот исторически уже так сложилось, что наряду с законом об ответственном обращении с животными, который мы тоже просили, чтобы принять, в Госдуме тоже где-то в дебрях валяется такой уже мифический закон об экологическом образовании, просвещении и культуре. Вот я услышала этот уроки доброты. Вот это все как раз-таки предполагается, что дети не где-то косвенно затрагивали экологию. Ведь у нас в республике на самом деле ситуация достаточно неплохая. У нас сохранились вот эти детские экологические организации, в которых и преподаются эти уроки, уроки доброты. Но факт в другом, что это факультативы, и туда не все дети ходят. Но все равно на федеральном уровне мы неплохо смотримся. А на самом-то деле ведь детей нужно воспитывать с самого рождения. Как вот мы пытаемся общество воспитывать путем наложения штрафных санкций различного рода. А вот детей надо с самого рождения брать, воспитывать вот это правильное общество, а потом действительно получить то, что мы хотим. А сегодня как-то у нас с этим очень плохо. И закон этот не принят до сих пор. Спасибо, Руфин Аликина. Игорь Владимирович, штрафы уже людям, которые созрели, или все-таки начинать надо работу с детьми, или и то, и другое? Пожалуйста. Ну, я соглашусь с Руфиной Аликовной. Здесь надо начинать и то, и другое. И просветительскую работу с детства. Ну, а со взрослыми, наверное, все-таки система штрафов здесь будет более рабочая. Я вот все-таки хочу еще добавить, здесь прозвучало слово о популизме. Да, мы свое письмо на председателя Курултая написали до этого случая, не после, а до, видя негативную динамику по нападениям, мы уже... То есть такая превентивная история была, да? Да. Вот. И во всей этой истории я вот хочу, чтобы вы поняли, что мы не против действия этого закона, мы за своевременность его принятия. А на данный момент все-таки у нас, да, вот на чаше весов, с одной стороны, жизнь и здоровье людей, с другой стороны, это, скажем, жизнь и здоровье собак. Я все-таки выбираю людей. Так что, если необходима эвтаназия, чтобы у людей было все нормально, значит, надо прибегать к этой мере до тех пор, пока мы уже не выйдем на необходимый уровень для принятия нового закона. Спасибо, Руфина Аликина. Ну, смотрите, вот слушая аудиторию нашу, да, это же все-таки такой достаточно серьезный срез, и тут и те самые и зоозащитники, и те самые простые граждане, которые просто переживают за себя и за своих детей. Я услышала один главный тезис: на улице собак не должно быть. Это негуманно по отношению к животным, это всемирно признано, что они там не должны находиться. И опять-таки это негуманно по отношению к людям, в конце-то концов. Вот та история, которая недавно произошла, это яркое тому подтверждение. Поэтому, конечно, тут надо работать и над комплексом мер. Это законодательно, да, мы будем двигаться планомерно. Это штрафные санкции, это просветительская работа. И, конечно же, вот я смотрю, вот те дополнения к этому закону, поправки, они все имеют место быть. Там и методика упоминается, все, что вот по поводу агрессивных собак, да, и вообще все, но все сводится к тому, что без федеральных денег мы не справимся, просто не справимся. Спасибо, Руфина Аликина. Ваша позиция, ваши последние минуты, пожалуйста. Ну, опять же, да, исходим из гуманности, изучили опыт развитых западных стран, да, как принято это называть, да, и крупных разных защитных организаций. Все как раз-таки они выступают за эвтаназию животных, и они считают это более гуманным, чем как раз-таки выпускать собаку на холод, на голод. Непонятно, что с ней, непонятно, что она может натворить. Так что вот, исходя даже из этой позиции, я считаю, что наш подход к решению проблемы будет более эффективен. Здесь одно из главных, это, конечно же, время. Менее гуманен, но более эффективен. Более эффективен, да. Чипирование, стерилизация, это все хорошо, но на это надо много времени. Да? Еще раз повторю, мы за этот закон, просто за его своевременное принятие, за стерилизацию, за чипирование. Мы вчера проголосовали за этот закон, но, тем не менее, надо сначала все-таки позаботиться о людях перед тем, как переходить уже к собакам. Спасибо. Я скажу так, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вот приведу параллель, да, вот поддержим штрафы, безусловно. Вот наглядный пример. Мужчина там, в нетрезвом состоянии выбросил котенка с 12 этажа. Присудили ему штраф 25 тысяч рублей. Много это или мало? Ну, судить нам. Безусловно,
любой вопрос можно решить. Но главный вопрос – это вопрос финансирования. Главный вопрос. Вопрос, будут деньги, можно будет потом смотреть реализацию данного законопроекта. Можно здесь обсуждать все, что угодно. Но пока сегодня нет финансирования, вот такая ситуация, как произошла, да, они будут повторяться. Но и вопрос ведь потому, что агрессивности, кто будет определять собаки? Чипирование. Об этом ветеринары говорили, да. Нет методики. Методика, знаете, в отношении животных, я считаю, что кто подтвердит, что она 100% верна в этом? Финансирование должно быть федеральное. Прямое подтверждение этого результата московской программы 98-2009 год было выяснено, что даже такой город, мегагород Москва, можно так сказать, не может выдержать. Это раз. Во-вторых, абсолютно верный тезис, что беспризорные животные не должны находиться на наших улицах. Это два. По вопросу обучения детей изначально. Мы когда читаем Сент-Экзюпери «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», посмотрите, с чего он начинается. Лис рассказывает маленькому принцу, как он живет, как он выходит, куда он не выходит. То есть изначально разъясняется, как живут животные. И после этого делается вывод: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Готовы вы еще один предмет в школьную программу, который будет рассказывать о том, как правильно мы должны обращаться с нашими братьями меньшими, или вы и так все знаете, и такие уроки не нужны? Я думаю, что, конечно же, такие уроки нужны, потому что, не все дети знают, как правильно обращаться с тем. У тебя есть животные? Да, у меня есть кот. И ты об этом знаешь от кого, как обращаться? Из своего личного опыта и от родителей. И я считаю, что, конечно же, хотя бы один урок в неделю такой бы не помешал. Именно который обязательный, а не по желанию. Я хочу сказать, я не против этих уроков. У нас достаточно очень много предметов, на которых мы обсуждаем. Внутри которого, да? Конечно же. Уроки доброты, милосердия. Все это есть. Понимаете, все неизвестное пугает. Вот как раз люди, которые сами не могут или в жизни не получили этот опыт общения с собаками, либо получили отрицательный, для них это неизвестное, которое их страшит. Если собаку, допустим, если его обучат, этого человека, если его научат, он уже сможет научить своего ребенка. И это действительно очень ценно. Как бы правила обращения с животными. Как, например, вот то, что нельзя совать два пальца в розетку, то, что, например, если папа, служит, и у него есть пистолет, то не надо его нажимать. И то же самое с собакой. То есть собака – это ресурс, как огонь. Как мы его применим, это вопрос человека уже. Мы ежегодно регистрируем очень большое количество покусанных, отцарапанных и так далее. За прошлый год было зарегистрировано 9381 случай. И больше 30% из них дети, почти 3000 человек. Это больше, чем в предыдущем, если мы сравним? Это даже меньше, потому что были годы, когда до 13 тысяч регистрировалось у нас таких случаев. К сожалению, я полностью поддерживаю предыдущего оратора. Люди просто не умеют себя вести рядом с животными. К сожалению, или начинают ласкаться с ними, или наоборот агрессивно к ним. Некоторые начинают панически бояться. А животные, они чувствуют, они прекрасно чувствуют, и как ответная реакция вполне может быть и просто агрессия и нападение на людей. К сожалению, 18% из тех, кому было назначено лечение, самовольно прекратили. Хотя нельзя утверждать, что они не были в контакте действительно с бешеным животным. Потому что 12 из них – это подтвержденные случаи контакта с бешеными животными. В прошлом году их было 5. Тоже это одна из самых низких цифр, надо отметить. Управление ветеринарии, мы постоянно общаемся, давало и значительно более высокие цифры случаев заболеваний среди животных. К сожалению, бешенство – это верхушка айсберга. Те же самые собаки могут являться источником для человека до 20 инфекционных заболеваний. То есть говорить просто бешеный и так далее. Поэтому я и говорю, что да, надо действительно начинать с воспитания, с детского садика, продолжать в школе и так далее. И это один из самых
нужных, я считаю, моментов. Спасибо большое, Олег Михайлович. Я специально уточнила статистику, она была до принятия закона или после. То есть мы все-таки здесь слышим, что идет снижение пострадавших от узнать, действий животных, да. Но мы еще раз, да, для того, чтобы было более корректные цифры, конечно, посмотрим итоги этого года. Мы услышали, уважаемые коллеги студии, у вас еще оставалось по 1 минуте, то, что вы не успели сказать, может быть, те меры, которые сегодня вами или студией не были озвучены для того, чтобы нам, как вы говорите, оперативно эту ситуацию решать. Иванович, ваша последняя минута, пожалуйста. Ну, я уже сказал, да, из чего исхожу, в первую очередь из жизни и здоровья наших граждан. Никак не могу понять, все-таки, еще раз повторю, что мы за этот закон, но чем чипированная, да, собака и стерилизованная отличается от нечипированной, ну, в том плане, злая она, не злая, агрессивная нет. Сейчас их чипируют и отпускают. Она агрессивная, нет, никто не понимает. Да, у нас разговор перешел Теперь в она такой... не знает, что доброе, да, но мы про чипирование говорим, что мы... Более эмоциональную плоскость, да, хотелось поговорить более конструктивно. Мы говорим, опять же, о гуманности к животным. Да. Содержание одного животного в таком приюте, по данным ветеринарии, будет около 20 тысяч в год. Ну, в чем я тоже очень сильно сомневаюсь, потому что в Свердловской области это 8600. У нас сейчас прожиточный минимум, да, 8600. Вот, я не могу понять, откуда мы возьмем деньги, потому что на данный момент денег и так не хватает на более важные дела. А тут мы будем кормить собак. У нас под заборами куча огромных людей, да, бездомных валяется. О них так не заботятся, и о них так не выделяются деньги, как на наших собачек. Спасибо. Мы сегодня вашу аналогию кстати, услышали. собак тоже люблю, не надо думать, что я живодер, но я просто здесь более конструктивный подход. Спасибо, Руфина Алексеевна. Ваши аргументы, что мы не успели сказать? Ну, мы начинали с того, что нужен ли закон. Я тезисно пройдусь. Да, на мой взгляд, он нужен, потому что мы сегодня услышали столько проблем в этой сфере, и там должны быть правила. А без закона мы это не сделаем. В существующий закон поправки вносить все-таки легче, чем опять его заново принимать. И, конечно же, там должно быть, еще раз повторяю, обязательно идентификация для того, чтобы могла наступить ответственность в конечном итоге. Штрафные санкции, которые несопоставимы будут. Или либо ты за 120 рублей чипируешь, за 30 рублей вешаешь бирку, да? 30 же рублей. Либо же ты платишь огромные штрафы, там 5 тысяч, 10 тысяч. Потому что без этого мы никогда не прекратим вот это пополнение армии, как я уже говорила. Обязательно надо пройтись, всеми регионами нам нужно поддержать тот тезис, что закон федеральным бюджетом должен поддерживаться. Мы сами, субъекты, не справимся с этой ситуацией, и все-таки положительно, вот тут статистику посмотрела, сколько собак и кошек как появляется у людей. 30% покупают, 30% знакомые, у знакомых своих берут, 25% все-таки берут с улиц и из приютов. Не совсем все плохо, есть чем работать. Спасибо. Мы действительно в ответе за тех, кого приручили. И если мы хотим иметь домашние животные, причем животные, которые не угрожало бы жизни, безопасности других людей, то мы должны эту ответственность осознавать. И не дожидаясь, когда все-таки федеральные законодатели, региональные начнут вводить штрафы за отсутствие вакцинации, чипирования, уже сегодня вы можете это сделать добровольно, тем более на очень выгодных условиях. И об этом говорить не только между собой, об этом говорить нашим детям, чтобы завтра таких трагедий, как в Сафарово, в Учелинском районе, мы не повторили. Всего доброго, до свидания.